этого проекта. Мы ожидаем сейчас в нашем эфире Андрея Пятковского, российского диссидента. Я не знаю, на связи ли он с нами. Связываемся. А пока, раз уж коснулись Северного потока, посол України в США Оксана Маркарова заявила, що між Києвом і Вашингтоном немає розбіжності щодо проєкту «Північний потік-2». І обидві сторони сприймають його дуже однозначно. Про це посол сказала в інтерв'ю «Голосу Америки», повідомляє «Європейська правда». У нас немає непорозумінь щодо самого «Північного потоку-2». І ми, і США, сприймаємо його дуже однозначно. Це геополітичний проєкт Російської Федерації, і ми розуміємо, які ризики він несе не тільки для України, а й для регіону в цілому. Але ми абсолютно чітко відчуваємо зацікавленість у США разом з нами далі працювати над тим, щоб «Північний потік-2» не став зброєю проти України та регіону. І в історії будівництва російського газогону «Північний потік-2» стався несподіваний поворот. 25 серпня Вищий земельний суд в Дюссельдорфі відмовився вивести газогін з-під норм третього енергетичного пакету ЄС. Позивачем в цій справі виступала компанія Nord Stream 2 AG, швейцарська дочка російського «Газпрому» і оператор «Північного потоку-2» газопроводу з Росії до ЄС в обхід України через Балтійське море. Таким чином, компанія-оператор «Північного потоку-2» повинна стати незалежною від «Газпрому». Крім того, 50% пропускної здатності газопроводу повинні стати доступні для інших постачальників. Оскільки «Газпром» володіє монополією на експорт газу з території Росії, це означає, що газопровід може бути використаний тільки наполовину. И к нашему эфиру присоединился российский диссидент, политический обозреватель Андрей Пятковский. Добрый вечер. Добрый вечер. Я вот плохо вас слышу. Звук. Сейчас слышно меня? Я постараюсь говорить громче. Андрей Андреевич, спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Я вас хочу поблагодарить за ту вашу очень четкую позицию, которая у вас есть и в отношении Украины, и аннексированного, незаконно аннексированного Крыма. В этой части программы мы обсуждаем и результаты Крымской платформы, вот события начала этой недели и предстоящий визит господина Зеленского, президента Украины, к Джо Байдену. И у нас был в эфире Дэвид Саттер, журналист американский, который был, по его лицу было очень даже видно, что ему нечего сейчас сказать, таких прогнозов, каких-то хороших для Украины на фоне того разочарования, которое происходит в отношении администрации Джо Байдена и ситуации в Афганистане. Хочется от вас услышать, насколько мы сейчас находимся в пессимистической позиции и чего ожидать от визита Зеленского к Байдену, чего должен хотеть Зеленский и вообще можно ли дальше рассчитывать на Соединенные Штаты Америки? Я согласен с Дэвидом с резкой критикой позиции Байдена, особенно в Афганистане, но полностью расхожусь с ним в отношении последствий этого для Украины. Ведь не секрет, что эта политика Байдена вызвала огромную критику, и не только среди республиканцев, а всего американского политика и военно-политического истеблишмента, так же, как и результаты его встречи с Путиным в Женеве. Я напомню, что 17 июня, в день возвращения Байдена из Женевы, ни республиканская партия, ни Fox News, ни Дональд Трамп, а надежнейший сторонник демократической партии, канал CNN, озаглавил свою статью «Путин получил от Байдена все, что хотел». И он имел, прежде всего, эту скандальную сцену на пресс-конференции, когда Путин выдавил из Байдена какую-то фразу о поддержке Минских соглашений в путинской интерпретации. И уже сейчас такого третьего отступления и позора американский истеблишмент, глубинное государство, да и сами же демократы Байдену не позволят. Он даже не посмеет заикнуться там о чем-то типа Минских соглашений и формулы Штайнмайера тем более. Как раз создалась такая благоприятная обстановка в американском политикуме для наступательной субъектной позиции Украины. И частично, еще даже до событий в Афганистане, Украина эту позицию начала реализовывать во время визита министра иностранных дел Кулебы 5 августа. Уже тогда было заявлено, что никакие ссылки, одобрения
формулу Штайнмайера, они просто немыслимы. Сейчас будет совершенно другая повестка. Повестка дня военное сотрудничество и поддержки Украины. Позвольте мне еще продолжить. Конечно. Немножко. Вот я скажу, что есть два последствия для Украины вот этих драматических событий в Афганистане. Первое – резкая радикализация политики в Соединенных Штатах, и уже еще одного провала или уступки диктаторам Байдену просто не простят. Будет реализовано максимально. И у него же в администрации есть люди, поддерживающие Украину. Там была борьба как раз противников и сторонников Украины. И вот ваш заклятый враг Салливан, он как раз потерпел поражение и в афганской ситуации, он основной виновник случившейся катастрофы. Так что в этом отношении благоприятная обстановка людей. Но второе следствие, вы же, если вы хоть краем глаза смотрите российские программы, вы убедитесь, какая бешеная эйфория овладела московской так называемой элитой, при зрелище того, что они довольно справедливо воспринимают как позор Америки. Они трактуют как слабость в Америке и готовы полны решимости испытать Америку на прочность еще раз. Это очень, и не только они, и, естественно, Китай. Очень показательно, что в один и тот же день, по-моему, это было 21 августа, в газете в «Комсомольской правде» появилось интервью господина Патрушева, который совершенно не скрывал уже своих планов и говорил, что он обращался к украинцам. Интервью было обращено к украинской аудитории. Вы будете следующие, которых американцы бросят так, как бросят афганцев. И в тот же день в китайской англоязычной газете Global Times появилась редакционная статья, видимо, написанная не менее высокой шишкой, чем российский Патрушев, обращенная к тайваньцам. Вас американцы бросят так же, как Афганистан. Поэтому судьба мира будет лишаться в ближайшие месяцы в Украине и на Тайване, потому что диктаторы обязательно попытаются испытать американцев еще раз на прочность. И в первую очередь, конечно, Путин. Китайцы, у них несколько другая шкала времени. А я вам скажу точную оценку, что вероятность вооруженной авантюры какого-то типа интервенции в Украине в сентябре месяце за последние несколько дней возросла значительно. То есть вы сейчас относитесь к той части оптимистов, и я их слышу в Украине, которые говорят, не успех, и фактически проигрыш в Афганистане надо подменить историей успеха, которая может быть в Украине, но вы говорите, есть несколько претендентов на историю успеха, это и Украина, и Тайвань, которые должны быть защищены от сейчас двух таких жестких диктаторских Между режимов. прочим, все диктаторы в мире же шевелились. И Иран, резко активизировал через свои террористические организации политику против Израиля. Вот сейчас такие три бастиона свободы в мире. Украина, Тайвань и Израиль. И, конечно, диктаторы, подушевленные вот таким провалом Америки в Кабуле, будут пытаться испытывать эти страны на прочность. И я считаю, что, во-первых, каждая из них готова постоять за себя, и, во-вторых, вот от этого дна как раз американское глубинное государство обязательно оттолкнется в самые ближайшие дни, чтобы показать миру, что Америку рано списывать со счетов. Когда вы вспомнили про женевскую встречу Путина и Байдена, и когда же в это время произошло отказ от американских санкций в отношении дальнейших Северного потока, нам объясняли это здесь, что новая администрация восстанавливает отношения с европейскими партнерами, прежде всего с Германией, да, которые были в предыдущие 4 года во времена Трампа, украинского підваження, немножко подразрушенные, я не знаю, насколько это русское слово, или были ухудшены.
Так объяснялось, что вот таким образом Байден восстанавливает круг союзников. И тогда возникает вопрос, что эти же и союзники, и мы говорим сейчас и о Германии, и о Франции, и их отношения и к членству Украины в НАТО, и вообще в поддержках в других вопросах, такое очень-очень вызывает очень критические настроения в Украине. Можно ли говорить о том, что тогда Америка остается один на один со всеми странами, которые она должна защищать, и насколько Америка способна без этих партнеров на эту защиту от всех диктатур, которые есть в мире? Ну, во-первых, на таких капитулянтов классических, исторических, как Франция и Германия, надежды было никакой не было. И, кстати, Меркель приехала же вам с той же путинской программой навязывать форму Штайнмайера и Минские соглашения, но ей достаточно твердо ее поставили на место. Это провалилось уже там. Ну, что касается Тайваня, как раз вокруг американцев складывается очень серьезная коалиция. Это и так называемый Quad Alliance, союз четырех. Это Япония, Индия, Австралия и Соединенные Штаты. Ну и целый ряд государств средней масштаба, такие как Южная Корея, и тоже Вьетнам, как ни парадоксально, для которых жизненная задача сопротивляться агрессии Китая, потому что они понимают сегодня Тайвань, завтра они. Японский министр иностранных дел даже сделал беспрецедентное заявление, как бы призывая уже к какому-то чувству чести американцев, что мы рассматриваем это как экзистенциальную угрозу себе, и мы будем рядом с американцами вместе сражаться за Тайвань. Вот. Ну, про Израиль я не говорю, он сумеет за себя сам постоять и решить вопросы с ядерной проблемой Ирана. И Украина, в общем, имеет достаточный потенциал для сопротивления российской агрессии. Я думаю, Путин не решится на такое прямое массированное вторжение вглубь Украины, ну, хотя бы по той причине, что это вызовет очень большие жертвы. Он даже такое покорное российское население не вынесет там потери военнослужащих десятками тысяч. Но решающая поддержка Америки, конечно, облегчит эту задачу. И вот тут позвольте, я приведу как бы к конкретному содержанию, как я их вижу в этой сегодняшней предвоенной обстановке переговоров Зеленского с Байденом. Ведь мы все помним, что во время этих угрожающих маневров вокруг Украины Соединенные Штаты сделали недвусмысленное предупреждение России о той цене, которую она заплатит. Это говорил лично Байден и все американские руководители, и в том числе и в беседах с своими российскими и украинскими контрпартами. Я напомню эту цену. Это переход от экономических санкций к так называемой тотальной экономической войне. Это включает такие меры, как отключение от SWIFT, нефтяное и газовое эмбарго и арест российского триллиона. Это очень полезные меры. И в военной сфере, собственно, все, кроме прямого американского участия в боях в Украине, этого не будет, но все другое будет. Это и снабжение вооружением, это инструкторы, советники, демонстрация флага в Черном море и так далее. Так вот, задача Зеленского не только подтвердить эти обязательства Байдена, но объяснить ему, что хитрый Путин будет действовать не прямым методом, чтобы он полагает, что Байден эту цену будет назначать только за прямое вторжение, что любая гибридная агрессия, например, сейчас масса сведений, и здесь у нас в Соединенных Штатах из других структур, ведущих мониторинг, Москва перебрасывает со всего мира вагнеровцев в Донбасс из Африки, из Ливии, из Сирии. Видимо, готовится какая-то масштабная провокация. Так, нужна договоренность с американцами, что любая форма агрессии, прямой, косвенной, гибридной, будет встречаться именно вот тем набором мер, которые американцы обещали в марте-апреле. Ну и плюс какие-то символические меры поддержки вооружениями современными, не дожидаясь даже начала этой агрессии, которая, на мой взгляд,
весьма вероятно. Мы здесь в Украине очень хотим каких-то статусов. Статус ли получить ли ПДЧ и двигаться в НАТО и в ближайшее время вступить. Это вы, наверное, слышали и в известном меме самого президента Зеленского, почему еще Украина не в НАТО. Если не НАТО, то хотя бы получить статус, который имеет от там, Израиля до Бразилии, это стратегического партнера США вне блока НАТО. И тут же возникает разочарование, что такой статус имел Афганистан в последнее время. Некоторые говорят, что, возможно, от Америки нужны просто действия, а не какие-то формальные статусы, как вот с Великобританией, которая помогает Украине очень сильно в военно-технической сотрудничестве. Нужно ли ждать этот статус специального союзника вне НАТО или не надо на него рассчитывать? Сейчас нельзя ничего ждать. Я говорю, что ситуация идет о неделях и днях. И важно сейчас всегда важно не шашечки, а ехать, а сейчас особенно. Нужно договариваться с американцами о тех мерах в экономической и в военной сфере, которые они окажут в первый день любой гибридной агрессии с Российской Федерацией. В экономическом плане с Северным потоком-2 чего Украина должна хотеть от Соединенных Штатов? Каких компенсаторов экономических ждать? Надо не компенсаторов ждать, а операции на единодушную поддержку американского Конгресса. Нижняя его палата, представитель, уже принял закон, требующий законодательно, Америка страна законов, от президента Байдена восстановить те санкции против компании-оператора, которые он отменил. Возвращающийся из отпуска Сенат сейчас тоже это примет на ура. И я же застал кусок предыдущей передачи. Очень важное событие произошло в Федеральном суде Германии. И, кстати, украинская дипломатия, я думаю, и сыграла в этом роль. Она же ставила те же самые вопросы в Европейской комиссии о Европейской хартии энергетической. Не может монополист владеть одновременно и газом, и трубой, по которой газ идет. То есть сейчас «Газпром» поставил уже в очень сложное положение. Ну, создать независимый оператор они смогут. Найдутся достаточно за деньги солидных западных бизнесменов, которых объявят себя таким оператором. Но есть более болезненные условия. 50% газа должно не принадлежать «Газпрому». Как Москва будет выходить из этой ситуации? И кроме того, не забывайте, что мы ждем выборов в Федеративной Республике Германии. И чем жестче будет субъектная позиция Украины по этому вопросу, тем больше шансов на успех будет у партии «Зеленых», которая объединяет всех людей в Германии, которым, в отличие от Меркель и ее социал-демократических партнеров, еще важны идеалы и ценности евроатлантической солидарности. Так что история с Северным потоком еще далеко не закрыта. Огромное спасибо. Это был Андрей Пьянковский, российский диссидент и политический обозреватель, который очень жестко прокомментировал последние действия американской администрации и разочарование им. Я практически повторил те же тезы, которые сказал о разочаровании Дэвид Сеттер, американский журналист, и о том, что в эти моменты слабости американской администрации по отношению к своим партнерам и так называемой лояльности к партнерам активизировались все диктаторы в мире, которые почувствовали эту слабость. Оставайтесь на АТР. Это был Букунь. С вами в студии 2 часа работал Осман Башаев.